Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Екатерина Карпухина. В Якутии отреставрируют 5 объектов культурного наследия регионального значения. В их числе восстановление двухэтажного заброшенного здания на улице Ярославского, дома казначейства на Петровского, здания Национального художественного музея, памятника Ленину и Николаевской церкви в селе Кердем Хангаласского района. Об охране объектов культурного значения, соблюдении при этом федерального законодательства и о проблемах в этой сфере мы поговорим сегодня с гостем студии, руководителем Департамента Якутии по охране объектов культурного наследия Николаем Макаровым. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вы назначены на эту должность совсем недавно. До этого вы работали в Министерстве культуры, и, соответственно, министерство занималось объектами культурного наследия. Да. Как считаете, то, что у нас сейчас есть отдельное ведомство, которое как раз-таки занимается объектами культурного наследия, как это все скажется на работе? История создания органа отдельного по охране объектов культурного наследия довольно интересна. Первый орган был создан еще в далеком 12-13 годах. Но потом этот отдельный орган, как комитет, был присоединен к Министерству культуры и духовного развития. А потом снова в 2016 году он был отделен и был создан отдельный департамент охраны культурного наследия. Это было связано с изменениями в федеральном законе. Есть такой закон, федеральный закон номер 73, в котором указано, что в каждом субъекте должен быть отдельный орган. И в 2016 году был создан, и уже 2 с лишним года мы работаем. Естественно, создание отдельного органа, если при Министерстве культуры и духовного развития охраны объектов занимались 3 человека, то сейчас 11 человек, включая меня. И, естественно, появление профессионально занимающихся деятельностью, безусловно, положительно влияет на всю сферу деятельности. И сейчас моя задача еще больше усилить это направление. Ну а как вы оцениваете охрану таких объектов в Якутии? Очень много проблем, однозначно. И эти проблемы не появились вчера или сегодня, но было всегда. То есть охрана объектов культурного наследия, он такой процесс, что постоянно будет находиться в таком тревожном состоянии, скажем так. Такова судьба большинства исторических объектов. Но в отличие от других субъектов, допустим, возьмем Бурятию. В Бурятии такой орган существует около 40 лет. А у нас, как вы знаете, 2 года. И нам предстоит накопить опыт. И при том департамент работает в 2 направлениях. Это, естественно, соответственно, инвентаризация, паспортизация, то есть оформление документов, реставрация памятников. Второе направление – это популяризация, то есть пропаганда, работа с населением, привлечение внимания общественности, руководства к проблемам объектов культурного наследия. И думаю, что вот в этих 2 направлениях мы должны преуспеть в ближайшие годы, поскольку абсолютное большинство памятников в республике, оно деревянное. Абсолютно большинство. Соответственно, и уже сегодня встал вопрос о сохранности наших основных объектов. Очень много объектов в Татинском районе, которые связаны с нашими великими людьми, как Кулаковский, Амосов и так далее. По всей республике довольно-таки тревожном состоянии. Это вообще специфика только нашего региона Якутии или в целом по России такая ситуация? В целом по России. Но к чести правительства Российской Федерации ужесточается законодательство об объектах культурного наследия повсеместно. И, естественно, появление отдельного департамента, как отдельного органа охраны объектов культурного наследия, следствие такого процесса. И думаю, что и увеличение финансирования на уровне Российской Федерации, и увеличение внимания на уровне республики, это должно положительно повлиять на наше историческое культурное наследие. Вот вы уже сказали, что проблем действительно много, да. Но если говорить, что сейчас нужно сделать, чтобы действительно не потерять, может быть, какие-то объекты? Несколько направлений работы мы уже выбрали, и как приоритеты сейчас мы смотрим на то, что все-таки республиканский бюджет должен уделить внимание к реставрации своего исторического наследия. На сегодня ни одна программа республики не содержит финансовые расходы на реставрацию, именно на реставрацию. На документацию, на инвентаризацию, на паспортизацию мы деньги выделяем, а на реставрацию нет. Это во-первых. Во-вторых, даже если мы будем выделять средства из бюджета, то на сегодня внутри республики реставрациями объектов культурного наследия занимаются привлеченные специалисты из других субъектов. То есть Бурятии, Пермской области и так далее, и так далее. То есть внутри республики у нас нет специалистов, которые занимаются реставрацией. Это очень большая проблема. Есть 2
предприниматели, которые имеют лицензии, но по факту их должно быть больше, чтобы мы могли конкурировать не только внутри республики, но и за пределами республики, поскольку мы традиционно очень сильные кадры имеем в деревянном зодчестве. А откуда получается брать деньги, если их, в принципе, не заложено? Есть несколько источников, гипотетических источников финансирования. Соответственно, на сегодня большинство средств на реставрацию выделяется муниципальными властями. Республика пока только в планах. И на сегодня мы начали работать с федеральным центром, чтобы все-таки у них брать средства на реставрацию наших памятников. Но, к сожалению, федеральный центр может выделить средства на реставрацию своей собственности, то есть федеральных памятников, которых по республике всего лишь 8. И мы уже подали заявку на реставрацию некоторых памятников федеральной собственности. Вот я вначале уже озвучила, что у нас 5 объектов культурного наследия, которые будут реконструированы, скажем так. А откуда средства будут взяты на их реконструкцию? Это федеральные или наши региональные? Это два источника. Это и федеральный, и региональный. Я бы пока точку в сумме от федеральной и республиканной не спешил ставить, поскольку согласование идет, и где до 2022 года еще будет идти. Но предварительная сумма, которая была озвучена средством массовой информации, это свыше $500 million рублей. Но эта сумма, скорее всего, будет меняться. Безусловно, самым интересным объектом, который интересует всех, и меня в частности, как специалиста, это реальное училище. Реальное училище – это кладезь знаний, исторических знаний, это и гнездо первой нашей интеллигенции. И, естественно, этот объект вызывает очень большой интерес и у общественности, и у нас. Я, например, искренне надеюсь, что все-таки мы скоро увидим действующее реальное училище. Известно, то есть, таким образом, что после реставрации будет? Это будет действующее реальное училище? Да, это будет действующее реальное училище. Есть несколько вариантов, и один вариант уже выбран, что должен находиться там. Но важно что? Важно то, что здание, в котором учились все наши представители первой интеллигенции, будет действующим и дальше приносить пользу общественности республики. Это очень важно. Вот эти 5, получается, объектов, они все разные. Где-то средств нужно больше, где-то меньше. Кто решает? Это по согласованию с федеральным центром республика. Совершенно разные, как я уже сказал, что и категория, допустим, есть там один религиозный объект, это Николаевская Качканская церковь в селе Кардиан, например, есть Национальный художественный музей, поэтому тут категории разные и, естественно, приоритеты будут разные. Ну, как я уже сказал, больше всего средств займет восстановление реального училища. А как обстоят дела, вот, получается, с объектами культурного наследия в городах Якутии? В городах, в крупнейших городах нашей республики обстоят дела примерно так же, как и у всех. То есть по республике мы насчитываем 1826 объектов культурного наследия. Вот особенность нашей республики в том, что подавляющее большинство объектов, они не имеют хозяина. То есть они разделены на федеральную собственность, категории, на региональную категорию, муниципальную категорию, но по-настоящему настоящих хозяев в большинстве объектов нет. Это особенность. Еще, на самом деле... в таком случае создать собственника? Это наша задача в ближайшее время. Одна из приоритетных задач департамента. То есть должны быть предприниматели, которые захотят Нет, прийти? это должны быть, я думаю, что муниципалитеты. Большинство муниципалитетов думают над этим, но мы намерены тут использовать все различные методы, в том числе судебные, чтобы муниципалитеты взяли на себя ответственность по реставрации памятников. Какая-то финансовая подоплека будет за этим? Финансовая подоплека будет от самих муниципалитетов. Я хочу отметить, естественно, город Нерюнгри. Это город Нерюнгри, это город памятника, можно сказать. И к их чести, к чести жителей Нерюнгри, первый памятник национальному эпосу Олонхо появился там. Не где-либо, а там. В городе Якутска, допустим, такого нету. И большая благодарность, личная благодарность руководству Нерюнгри, чтобы они содержат хорошо свои памятники. Сейчас мы думаем насчет, если касается города Алдан, Алданского района, сейчас мы думаем с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов севера, чтобы в городе Алдане, территории Алданского района, появилось достопримечательное место. Это, естественно, такая специальная категория коренных малочисленных народов севера. Это удобнее всего. И транспортная составляющая, и родина,
большинства коммун села Хатастыр и Енгра, в принципе, недалеко и так далее. А вот насчет Ленского района... Вот там есть поселок Витим, да, как раз таки. Да, совершенно правильно. Есть там поселок Витим, ну и другие ряд поселков, домов. Мы их попросили рассмотреть возможность объявления поселка Витим как историческим поселением. Историческим поселением — это нужно понять, придание статуса какого-либо памятнику — это не только статус большой, это и авторитет поселка, да, и района в том числе. Это очень большая ответственность. Думаю, что руководство Ленского района примет соответствующее решение, которое мы поддержим. Мы знаем, что там поднят вопрос перемещения некоторых домов поселка Витим, сам Ленск. Но, там дома купцов Громова располагаются. И этот вопрос, я думаю, что мы отработаем руководством Ленского района. Ну, получается, они на свои средства должны это делать. Тут мы тоже должны перейти к единому знаменателю. То есть привлекать и заемные средства, и частных инвесторов, и, возможно, республиканские средства в том числе. Это ведь достояние республики. А как привлечь частных инвесторов? Чем их завлечь? Допустим, есть проект «Старый город-2». «Старый город-2» — этот проект появился довольно-таки давно, и он находится в довольно-таки интересном месте, то есть очень выгодном месте, фактически в центре города Якутска. И к чести руководству мэрии, и Арсений Сергеевич, будучи главой города Якутска, уделял внимание, и этот проект постепенно продвигается. Допустим, если частный инвестор переместит туда дом, хозяева готовы рассмотреть некоторый проект. Допустим, если перемещает, и может использовать по некоторым своим проектам, допустимым законом. Потому что каждый памятник, он еще и охраняется государством, и хозяин получает охранные обязательства, по которым он в определенном порядке должен содержать свой объект. Если это будет использовано, то это будет взаимовыгодное сотрудничество и государства, и частного предпринимателя, думаю. То есть, в принципе, инвесторы могут заработать на этом, если правильно? Да, и заработать, и внести свою лепту в сохранение культурного наследия. Очень важно. Вы сказали, что муниципалитеты получат статус, да? Могут получить статус. Что этот статус дает в таком случае, допустим, если у них будут объекты регионального значения? Историческое поселение. Да, если историческое поселение появится в Ленском районе, то он станет как бы достоянием России, государства. И, естественно, появление поселка с таким статусом, брендом, скажем так, может стать последующим брендом города Ленска и туристическим объектом в том числе. А у нас в Якутии есть уже исторические поселения? Пока нет. Мы только рассматриваем. Допустим, большие перспективы в Алекнинском районе, в Илюйском районе. Город Верхоянск довольно интересный город. Позапрошлой неделе мы были в Нанском, и они поднимали вопрос по селу Никольское. Тоже такой интересный объект. Но опять же, это будет нами отрабатываться с местными властями. Будем надеяться, что таких объектов у нас действительно станет. Да. Не то чтобы больше, вообще они у нас появятся. Большое спасибо, Николай Афанасьевич, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что это было актуальное интервью, и говорили мы об объектах культурного наследия.